Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 26 ноября 2020 года, четверг. Посмотрим, какой день нас ждет. Выпадает нам карта косы. Будем косить все, что под руку попадается. Что будет помогать? Всадник, что будет мешать? Медведь. Но карта коса – это карта урожая, когда мы действительно пришли к тому, что вот должны получить результат своих вложений, своего труда. Если, допустим, вы учились, то сегодня может быть там экзамен, диплом или получение права на деятельность, допустим. Да? Если у вас были отношения в такой стадии, когда все только развивалось, то сейчас уже будет ситуация, когда нужно принимать решение, что дальше, что будет в наших отношениях. Мы переходим в наших отношениях на новый уровень или здесь все остается в прошлом, да, то есть все равно какой-то такой переходный период будет. Тем более здесь десятка, да, это максимум того, что мы могли сделать по какому-то событию, по какой-то сфере своей жизни, и сегодня мы получаем результаты. Вообще карта коса – это принятие каких-то решений радикальных. Это может быть, когда кто-то вмешивается в нашу жизнь или вторгается на нашу территорию. Это карта шока очень часто, когда мы совершенно не ждем чего-то, каких-то критических слов или появления какого-то человека в нашей жизни. И от этого нам как-то неуютно, да, мы вот не ждали, а всегда, когда что-то не ждем, всегда это трудно воспринимается психологически. И также по этой карте могут быть какие-то происшествия неожиданные, да, то есть самая отличительная черта здесь этих происшествий в том, что мы их никак не предполагали. А также здесь может быть какая-то эмоциональная холодность. Допустим, у нас есть какие-то взаимоотношения, и вдруг наш партнер начинает вести себя как-то отстраненно. Или мы чувствуем, что вот не можем дать тепла своему партнеру. Вот именно сегодня нам хочется как-то, может быть, побыть одним, взвесить что-то, принять какое-то решение наедине с собой. Также это карта решительных действий. Допустим, вы готовились к какому-то проекту, к какому-то решительному шагу, и вот начинаете здесь действовать. Также здесь карта может быть и опасности от острых предметов. Будьте осторожны сегодня с ножами на кухне, и вообще любые абсолютно острые предметы нужно обходить стороной, да, скажем так. Лучше вообще сегодня ничем таким вот не заниматься. А также это противопоказание против уколов каких-то, возможно, да, если только это не если это необходимо, допустим, вот в каком-то срочном порядке. Также здесь может быть ситуация, когда какой-то человек может создать, вот в нашем окружении, да, какой-то человек может создать для нас критическую ситуацию, и мы будем решать вообще, что с этим делать, как с этим человеком быть, как ситуацию разрешать и так далее. А что будет помогать? Будет помогать карта всадник. Будет помогать новый взгляд на то, что происходит. То есть не так, как мы раньше думали, да, то есть мы можем увидеть человека какого-то по-новому, или обстоятельства откроются для нас в совершенно новом свете, или, может быть, мы поймем, что нам нужны перемены наконец-то, и для этого будем принимать какие-то решения. И эта карта очень часто таких скорых новостей, да, когда не просто вот у нас ситуация какая-то решающая в жизни, да, она еще и заставляет нас как-то, может быть, даже удивить своих близких, да, вот мы приняли какое-то решение, которое удивляет всех вокруг, и даже, может быть, нас тоже. Что будет мешать? Карта медведь. В этой колоде две карты медведя, как и любые карты двойные, да, одна из них такая более положительная, другая более агрессивная. Так вот, здесь вот медведь именно агрессивный. То есть не стоит на события какие-то неожиданные реагировать агрессивно.
не стоит поддаваться каким-то страхам, инстинктам. Нужно хорошенечко все обдумать, выслушать других людей, может быть, взглянуть на ситуацию по-другому и тогда уже принимать какое-то решение. Давайте посмотрим взаимоотношения, которые будут сегодня. Здесь для тех, кто мечтает встретить своего человека, действительно, может быть, такая встреча произойдет, действительно откроется какая-то ситуация, которая, вот знаете, как озарение такое вам даст, да, то есть действительно вы поймете, что вот он передо мной человек, которого я всю жизнь искал. У нас с ним одинаковые интересы, у нас с ним много общего, мы готовы как бы читать друг друга как книгу, да, всю жизнь. То есть действительно здесь какое-то очень глубокое такое общение может быть, то есть новое знакомство с человеком очень умным. Скорее всего, это будет во время там работы, обучения, в общем, все, что связано с какой-то информацией. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто у нас в паре уже. Карта башня, и башня разрушенная. Смотрите, здесь ситуация, связанная с домом, со взаимоотношениями. Здесь, скорее всего, какие-то проблемы накопились, и сегодня они прям встанут в полный рост. Да, придется решать вопрос, как дальше быть, как дальше жить. И нужно будет обязательно вот эти негативные ситуации из вашей жизни удалять. Потому что иначе это разрушит вашу пару. Также здесь может быть угроза для здоровья одного из партнеров. А также карта башня может говорить и о недвижимости. Если, допустим, вы какую-то старую недвижимость продаете или покупаете, то это очень удачно тогда. По косе, да, мы как раз заканчиваем какой-то процесс, решительные действия предпринимаем. Если продаете удачно, если покупаете старую недвижимость, тоже удачно. Ну, в плане старая, может быть, вторичный рынок, а может быть, действительно очень в таком плохом состоянии будет требоваться ремонт. А также карта башня может говорить о том, что вы можете заниматься какими-то вопросами бумаг, да, оформления бумаг, заключения каких-то сделок, или можете обращаться в какие-то органы власти сегодня, да, и, может быть, давно уже нужно было оформить какие-то документы, а вы не делали, и вот сейчас это уже проблемно, да, но срочно нужно. Может быть, вас поставили перед фактом, да, что не оформите что-то, подадим в суд, допустим, или еще что-то такое. Может быть, с налогами решаете вопросы, может быть, тоже задолженности какие-то есть. Также это может быть, знаете, вы взглянете друг на друга со своим партнером новыми глазами, да, то есть разрушаются какие-то старые представления о человеке, меняется полностью, может быть, ваш уклад, договариваетесь, может быть, по-новому, чтобы все происходило. Ну и самое негативное значение здесь такой какой-то большой, может быть, скандал, да, может быть, долго все копилось, и вот, может, даже кто-то захочет расстаться по этой карте, подать на развод. Те, кто в ссоре, карта выбора, да, дорога здесь у нас. Ну, здесь тоже придется принимать решение, вы вместе или порознь. И сегодня встанет эта ситуация прям вот очень явно. Нельзя отложить будет здесь разговор. То есть от того, как вы сегодня будете общаться, как будете договариваться, будет зависеть, останетесь вы вместе или нет. Но вот то, что это будет уже новые отношения совсем на новом уровне, это точно. Работа. Для тех, кто в поиске работы, карта дом. Ну, либо работу на дому, либо рядом с домом предложат, либо, может быть, это работа, связанная с недвижимостью или там уборкой, допустим, внутри дома. Может быть, это семейный какой-то бизнес. А также эта карта может говорить о том, что нужно остаться дома, отдохнуть и из дома, допустим, там рассылать резюме и так далее. Те, кто работают уже, карта гроб. Может быть, даже действительно кто-то решится уйти с работы или поменять работу. Может быть, будет новое предложение какое-то. Или это окончание какого-то важного проекта, получение зарплаты за определенный период. Но вообще у нас вот эта карта, она всегда значительные перемены какие-то показывает и окончание периода.
Также может быть какие-то отрицательные эмоции в коллективе, да, вот в то время, когда вы работаете, может быть, кто-то вот вторгается на вашу территорию, и может быть даже какой-то громкий скандал здесь произойдет сегодня. Это карта, знаете, такого деструктивного поведения. Либо вы сами вдруг можете как-то себя так повести, либо кто-то по отношению к вам. Но то, что вот сегодня что-то меняется в вашей деятельности, это точно. Это карта для тех, кто своим делом занимается. Карта Аиста. Здесь перемены в деятельности, перемены, может быть, связанные с переездом, с переменами в доме. Но в любом случае это улучшение ситуации, получение, может быть, денег, заключение сделки, решение какого-то важного вопроса, в который вы давно вкладывались. Ситуации неожиданных каких-то новостей, которые вот заставят вас как-то здесь по-новому в своем деле распоряжаться делами. Финансы для тех, кто на зарплате. Карта гадалка выпадает. Но обычно эта карта говорит о том, что сегодня, может быть, решается вопрос будущих ваших доходов. Гадалка – это карта будущего, да, это значит, что либо вы меняете работу и у вас будет новая зарплата, либо то, что вы сегодня делаете или заключаете, может быть, какие-то новые соглашения, это повлияет на вашу будущую зарплату. Но вот так как это все карта про будущее, да, значит, сегодня, скорее всего, получения денег не будет, они вот в будущее откладываются. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта якорь. Ну, здесь у вас все стабильно. Вам нужно будет, скорее всего, вопрос денег решать, знаете, может быть, настойчиво, решительно, да, может быть, так просто это все не удается, да, только с помощью активных действий к вам деньги приходят. Ну, допустим, где-то нажать, настоять на своем, да, додавить как-то ситуацию, в общем, довести дело до конца. То есть вот именно здесь нужно вот в плане денег быть решительным, таким настойчивым. Здоровье. А в здоровье все хорошо. Карта кольцо всегда говорит о том, что вот здоровье стабильное. Карта говорит о том, что может быть какая-то помощь в плане принятие решения по вопросам здоровья. Может быть, это врач какой-то, который вам помогает, он правильно ставит диагноз, да, он выписывает нужные препараты, и вот у вас все стабилизируется, все входит в круги, на свои круги, да, выходит. Также карта говорит о том, что сегодня, может быть, нужно как-то ответственно отнестись к своему здоровью. Потому что здесь вот обычно по кольцу идут обязательства, да, то есть когда мы сами себе даем обещание, что правильно питаемся, да, или еще какие-то вот привычки правильные вырабатываем для того, чтобы у нас все было хорошо со здоровьем. Ну и в принципе, может быть по здоровью какая-то приятная ситуация, какое-то удивление. Допустим, вы узнали, что излечились от какой-то трудноизлечимой болезни, да, или еще какая-то перспектива откроется по улучшению здоровья, или, может быть, найдется такой способ питания, который поможет вам излечиться. Вот если вы будете постоянно придерживаться этой диеты, да, вы можете излечиться, исцелиться. И вообще, в принципе, это карта комфорта, отдыха, разных приятных вещей, да, может быть, для здоровья это тоже будет очень полезно. Окружить себя красотой, дать себе отдохнуть, может быть, побыть с какими-то близкими людьми, с которыми нас связывает многое. Итог дня. Опять у нас карта гроб выпадает, да, опять карта говорит о том, что сегодня решающий день. Будут значительные перемены, и вы прям вот до конца дня будете это осознавать. Может быть, даже вечером придется как-то
решать, что делать дальше, да, решать, как строить свою жизнь дальше. То есть то, что здесь перемены произошли, это однозначно, а что с этими переменами делать, скорее всего, вы будете об этом вечером думать. Может быть, даже с кем-то советоваться будете, да, может быть, будете принимать важные решения, оставить кого-то в своей жизни или удалить, пойти на новую работу или все-таки остаться на старой. Но тогда вот как жить с этими неожиданными переменами, которые сегодня произошли. То есть будут очень такие глобальные вопросы стоять. И, может быть, знаете, вы в конце дня почувствуете себя совершенно другим человеком. Да? То есть что-то такое происходит, что в начале и в конце дня мы совершенно разные, изменились очень сильно. Друзья, пусть этот день пройдет только благоприятно, пусть все самое лучшее реализуется. Всего вам доброго, до новых встреч.